Приветствовать вас на вебинаре, установочном вебинаре, посвященном проведению республиканских конкурсов. Пока к нам присоединяются непосредственно наши коллеги, благодарю вас за то, что вы нашли время непосредственно принять участие в нем. Обращаю ваше внимание на то, что вебинар проводится без выдачи сертификатов. И уже в предваряющих записях я оставил несколько ссылок на те конкурсы, которые также начинаются у нас и помимо рассматриваемых сегодня на нашем установочном вебинаре. В рамках реализации всероссийского проекта «Культура для школьников» уже на следующей неделе у нас стартует республиканская культурная онлайн-олимпиада. Это тот вариант в данном случае, где и школьники с 1 по 11 класс, и даже педагоги и родители, законные представители обучающихся смогут принять непосредственное участие в данном мероприятии. Ну и конкурс для педагогических работников в двух номинациях «Урок» и «Внеурочное мероприятие» – это конкурс «Урок в музее». Поэтому следите, пожалуйста, за новостями, за анонсами. Мы активно их размещаем непосредственно на нашем сайте. Ну и некоторые из этих конкурсов скоротечные. Например, Олимпиада, она продлится у нас с 17 мая по 31 мая, а конкурс «Урок в музее» он будет непосредственно пролонгирован, в том числе и на летний период. То же самое можем сказать и о конкурсах, в которых мы приглашаем вас принять непосредственно участие. Это топ лучших сельских школ и лучшая сельская школа Республики Коми. Нужно отметить, что они проводятся в данном случае в одинаковые сроки, но их содержание будет несколько отличаться. И сегодняшняя наша встреча как раз будет посвящена рассмотрению основных аспектов и содержания конкурсных заданий, конкурсных испытаний. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность задать вопросы в чате, либо в специальной вкладке, поэтому если они возникнут, то я буду рад непосредственно на них ответить. Ну, а мы с вами начинаем. Начнем мы с вами с первого республиканского конкурса, это топ лучших сельских школ, и рассмотрим специфику его проведения в 2021 году. Любое республиканское мероприятие имеет определенное целеполагание, это цели и задачи непосредственно конкурсного состязания. В частности, топ лучших сельских школ как конкурс проводится в целях определения лидеров среди сельских общеобразовательных организаций республики Коми, имеющих высокий творческий потенциал, обеспечивающих качество и доступность образования, а также в целях выявления поддержки общеобразовательных организаций, демонстрирующих успешные практики работы с одаренными, талантливыми учащимися. Есть ряд непосредственно задач, которые преследуют данный конкурс. Я на них останавливаться не буду, а хочу перейти сразу же к следующему слайду. Это вопрос, связанный непосредственно с участниками. В прошлом году мы изменили непосредственно подход к участию общеобразовательных школ и список непосредственно типов населенных пунктов, в которых размещены общеобразовательные организации и могущие принять участие, был изменен. В частности, в конкурсе принимают участие общеобразовательные организации и сельской местности, и здесь как раз обозначены типы населенных пунктов. Это общеобразовательные организации поселков городского типа, поселков сельского типа, поселков, сел, деревень, расположенных на территориях муниципальных районов или городских округов Республики Коми и одновременно соответствующие следующим требованиям. Во-первых, общеобразовательная организация на момент проведения конкурса имеет государственную аккредитацию образовательной деятельности. Я думаю, что у нас данная ситуация характерна для всех общеобразовательных организаций. И в общеобразовательной организации проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Еще одно условие. В конкурсе не принимают участие победители и призеры 2019-2020 годов. Обращаю ваше внимание, и победители, и призеры. То есть фактически они пока у нас не могут быть участниками 2021 года. Это что касается в данном случае участия. Итак, как уже появилась непосредственно с прошлого года традиция включения, в том числе поселков городского типа, они тоже могут непосредственно принять участие в данном конкурсе. Какие сроки? Ну, во-первых, прием и регистрация конкурсных материалов будет осуществляться до следующих, условно говоря, праздников, то есть по 11 июня, в частности, включительно. И нужно отметить, что после этого времени
нам необходимо будет проанализировать и провести экспертизу конкурсных материалов. Мы для этого будем использовать примерно дней 11 и так далее, ну а после уже подводить непосредственные итоги. То есть, по сути, по 30 июня мы должны завершить экспертизу и определить круг непосредственно победителей. И в частности, нужно отметить, что фактически сама процедура награждения, она будет проводиться уже в иные сроки, и, скорее всего, это будет привязано к проведению республиканского мероприятия, это День сельской школы, либо в иные сроки, если такое решение непосредственно примет учредитель конкурса, в частности, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, о чем обязательно будет указано непосредственно уже в итоговом приказе по данному конкурсу. Следующий момент – это фактически какие критерии лежат в основе непосредственно оцениваемых материалов и что может быть представлено и так далее. Да? Вы помните, что в традициях это непосредственно создание некой, так скажем, обобщенные ссылки на те материалы, которые может представить в данном случае образовательная организация, и непосредственно данная ссылка размещается либо на официальном сайте образовательной организации, либо в облачном хранилище и является непосредственно доступной для непосредственного ознакомления с этими материалами. Так вот, хочу обратить ваше внимание. Эффективность работы образовательной организации по обеспечению качественного массового образования, по созданию условий для развития талантов у максимального количества обучающихся, по созданию условий для развития социальных компетенций обучающихся, по профилактике правонарушений обучающихся, по работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, по развитию профессиональных умений и профессионального мастерства педагогов. По сравнению с предыдущим годом здесь появляются новые непосредственно оцениваемые, так скажем, сферы деятельности, которые позволяют нам уже осуществить рейтингование сельских школ, либо школ, находящихся в сельской местности, да, по несколько иным основаниям. Рейтинг участников формируется на основе средних значений баллов, полученных каждым участником от всех членов жюри конкурса. Ну и победителями считаются 3 общеобразовательные организации, занявшие первые позиции непосредственно в рейтинге. Имеется в виду 1, 2 и 3 места соответственно. Если говорить о распределении непосредственно весов каждого блока оцениваемых показателей, то вы видите, что всего их 6, как это было названо непосредственно на основании предыдущего слайда. И второй момент – это, конечно же, то, что, в частности, посмотрите, пожалуйста, основной вес и основная доля – это, конечно же, работа образовательной организации по созданию условий для развития талантов у максимального количества обучающихся. В приказе, который в данном случае подписывается в настоящий момент в данном министерстве и будет размещен в информационных материалах сегодняшнего вебинара уже на следующей неделе, и непосредственно будет прислан в муниципалитеты и так далее, все детали оцениваемых показателей будут, собственно, обозначены и представлены. То есть для вебинара здесь эта информация представлена достаточно обобщенно. Ну и примерно одинаковое количество баллов – это, конечно же, показатель эффективности работы образовательной организации по обеспечению качественного массового образования, то есть максимальное количество баллов, которые можно получить, это 30. Показатель эффективности работы образовательной организации по созданию условий для развития социальных компетенций максимального количества обучающихся – 22 балла. По профилактике правонарушений – 26 баллов. По работе с особыми образовательными потребностями, имеющимися у наших обучающихся – 15 баллов. И работа по развитию профессиональных умений, профессионального мастерства педагога, тоже в пределах непосредственно 30 баллов. Максимальное количество баллов, которое может получить образовательная организация по итогам участия в этом конкурсе, составляет 230 баллов. Вот такова, в общем-то, логика проведения данного конкурса. По итогам непосредственно участия в этом конкурсе первые 3 занявшие в рейтинге места непосредственно школы объявляются победителями и призерами. И, соответственно, помимо дипломов министерства, то есть как учредителя данного конкурса, образовательная организация получит денежный приз, размер которого будет установлен учредителем самостоятельно.
Думаю, что организационный приказ по проведению данного конкурса непосредственно прольет свет на то, какой, собственно, фактически денежный приз будет в этом случае уже вручаться. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что у вас есть возможность задавать непосредственно вопросы, вы можете писать их в чате или непосредственно в специальной вкладке «Вопросы». А мы переходим к следующему же конкурсу. Это «Лучшая сельская школа Республики Коми». И рассмотрим также некоторые особенности проведения этого конкурса в 2021 году. Фактически, посмотрите, пожалуйста, здесь несколько иной порядок участия, поскольку у нас появляется заявитель, выполняющий функции государственно-общественного управления, по сути, так скажем, да, в образовательной организации. Но давайте по порядку. Итак, конкурс проводится в целях поддержки общеобразовательных организаций, успешно функционирующих в сельской местности Республики Коми, и в целях формирования образовательной среды, которая обеспечивает, в данном случае, высокое качество образования. Выдвижение для участия непосредственно в данном конкурсе производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления общеобразовательной организацией, полномочия которого закреплены уставом общеобразовательной организации. Как правило, это управляющий совет, наблюдательный совет и иные органы, которые выполняют по необходимых для участия в данном конкурсе. Вот данная форма, так скажем, заявки непосредственно будет представлена, и думаю, что там никаких, так скажем, сложностей в ее оформлении не возникнет. Поскольку вы в любом случае сможете всегда обратиться к оператору данного конкурса, то есть к институту, и решить вопрос уже по подготовке в данном случае документов. Итак, данный конкурс, участие в нем требует, в частности, дополнительного документа, в частности, от заявителя. В конкурсе принимает участие муниципальная общеобразовательная организация, которая соответствует следующим требованиям. Общеобразовательная организация расположена на территории муниципальных районов и городских округов Республики Коми, опять же, в следующих типах населенных пунктов, то есть поселок городского типа, поселок сельского типа, поселок, село или деревня. И общеобразовательная организация реализует имеющие государственную аккредитацию образовательной программы общего образования. В конкурсе не принимают участие победители и призеры 2019-2020 годов. По этому основанию мы можем сказать, что по условиям участия и в топ лучших сельских школ, и в конкурсе «Лучшая сельская школа Республики Коми» учредителям устанавливаются одинаковые непосредственные условия. Да, они расширяют возможности участия непосредственно общеобразовательных организаций, размещенных в поселках городского типа, но в целом это дает непосредственно возможность всем образовательным организациям, находящихся в сельской территории, так скажем, да, условно говоря, принять участие в данных конкурсах. Еще раз обращаю ваше внимание и подчеркиваю, что победители и призеры 19 и 20 годов, которые участвовали в одноименных непосредственно конкурсах, не принимают участие. Сроки, обращаю ваше внимание, те же самые, поэтому, конечно же, заявки у нас в заявках, после того, как школа определит, в каком конкурсе она примет непосредственно участие, нужно будет четко непосредственно определить, так скажем, да, то есть лучшая сельская школа Республики Коми или это топ лучших сельских школ. Сроки те же самые, то есть подача непосредственно конкурсных материалов через непосредственно электронную ссылку на размещенные либо в облачном хранилище, либо на официальном сайте образовательной организации по 11 июня. И с 14 июня, то есть после праздничных дней, до 25 числа мы будем непосредственно организовывать экспертизу конкурсных материалов, ну а до 30 также будем подводить итоги. Как и в предыдущем случае, вопрос о решении процедуры награждения победителей и призеров будет приниматься учредителем, в частности министерством, самостоятельно, о чем будет указано и объявлено непосредственно в итоговом приказе по итогам непосредственно этого конкурса. Полагаю, что это состоится на республиканском мероприятии, посвященном Дню сельской школы, либо на форуме образования государства, общества и так далее. Далее хочу обратить ваше внимание на содержание, да, так скажем, критерии оценки конкурсных материалов республиканского конкурса «Лучшая сельская школа Республики Коми». Итак, обратите, пожалуйста, внимание, сведения предоставляются в динамике последних 3 лет.
Как правило, мы ориентируемся на учебные годы, и, соответственно, у нас получается 2018, 2019, 2019, соответственно, 2020 и, соответственно, 2020-2021 учебные годы. Какие или по каким критериям в рамках портфолио, да, в данном случае, могут быть представлены документы участника? Первое – это организация деятельности школы как субъекта социальной и экономической жизни населенного пункта. Второе – использование потенциала системы дополнительного образования населенного пункта или района в обучении и воспитании обучающихся. Третье – вовлечение обучающихся в процессы разработки и реализации социальных проектов. Информатизация образовательного процесса. Безопасность образовательной среды. Создание условий для здоровьесберегающей образовательной среды, наличие возможности получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, информатизация процесса управления школой, включенность органов ученического самоуправления в систему управления школой, удовлетворенность обучающихся и их родителей, законных представителей качеством образовательных услуг, эффективность применения современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, формирование осознанного отношения обучающихся к здоровому образу жизни, в том числе средствами физической культуры и спорта, реализация гражданско-патриотического направления в деятельности школы, реализация в образовательном процессе этнокультурной составляющей содержания образования, реализация комплекса мероприятий по формированию осознанного экологического поведения обучающихся, участие педагогов в экспериментальной инновационной деятельности, индивидуализация процесса обучения обучающихся, организация и эффективность проектной и исследовательской деятельности обучающихся, организация и эффективность адресной работы с обучающимися. Анализируя непосредственно предыдущее, так скажем, положение или положение данного конкурса с прошлого года, нужно сказать, что данные критерии не поменялись. Обращаю ваше внимание, что по каждому из данных критериев, конечно же, представляется аналитический комментарий, отражающий динамику непосредственно за последние 3 года. К нему прилагаются все возможные документы, свидетельствующие о деятельности, в данном случае, образовательной организации в том или ином направлении. Это могут быть и иные артефакты, которые могут представлять какие-либо отзывы, какую-либо информацию, размещенную в том числе и на сайте образовательной организации, и на сайтах иных организаций, с которыми непосредственно осуществляется сотрудничество образовательной организации. Это могут быть СМИ, это могут быть также непосредственно какие-то сюжеты, передачи и прочее, свидетельствующие о реализации того или иного направления. Или, например, какого-то конкретного мероприятия, о котором говорится в аналитическом непосредственно комментарии по какому-то определенному критерию. Вот здесь образовательная организация самостоятельно в определении, но, конечно же, хочется обратить ваше внимание, что аналитический комментарий и вот материалы, конечно же, очень хотелось бы, чтобы они подкреплялись реальными документами, и, соответственно, это могут быть копии приказов или выписки из приказов и так далее, которые реально были приняты, реально действовали или действуют на настоящий момент. Потому что может быть такое, что некоторые программы могут получить свое, например, так скажем, начало реализации в 2020 году, а заканчивается непосредственно в 2023 году. Такое тоже непосредственно тоже может быть и прочее. По итогам сегодняшнего вебинара определенные рекомендации по подготовке и по размещению данных материалов по принципам портфолио также будет приложено, и, соответственно, вы сможете сориентироваться на них для того, чтобы составить в данном случае портфолио. Рекомендация может быть общей следующим образом. Когда вы создаете непосредственно самостоятельную, так скажем, страничку, да, на сайте для этого конкурса или делаете ссылку на облачное хранилище, конечно же, все материалы лучше сгруппировать по данным 19 направлениям для того, чтобы мы могли уже анализировать их с точки зрения, так скажем, наполненности деятельности школы по каждому из них. Если же документы у вас повторяются для некоторых направлений, поэтому лучше их продублировать, нежели чем обозначить в одном каком-то вот моменте, так скажем, да, в каком-то критерии. Об этом также будет сказано в данном случае в методических рекомендациях.
Ну и, наверное, несколько слайдов я пропустил. Да, это по итогам. Рейтинг участников формируется на основе итоговых оценок. Итоговая оценка определяется как сумма средних баллов, которые получены будут каждым участником по каждому из критериев. Здесь оценка у нас несколько отличается. В данном случае каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале. И, соответственно, средний балл, в данном случае в сумме 19, так скажем, да, критериев, позволяет нам уже выстроить определенный рейтинг среди участников. Средний балл по каждому критерию определяется как отношение суммы баллов, выставленных членами экспертной комиссии, к общему количеству оценок по данному критерию. И нужно обратить внимание на второй момент. Победителями конкурса считаются 3 общеобразовательные организации, занявшие первую позицию в рейтинге и набравшие не менее 50% от максимального возможного количества баллов. Что имеется в виду? То есть фактически может быть так, что действительно образовательные организации представили конкурсные материалы, но в целом они в рейтинге могут занимать достаточно высокое положение, но от максимально возможного количества баллов они, например, набрали в среднем там 45%. Естественно, уже оргкомитет на основании данного положения будет принимать решение, да, о признании победителем и призерами в рамках данного конкурса общеобразовательных организаций. Ну и, соответственно, о чем будет обязательно сказано в итоговом приказе. Хочу обратить ваше внимание как раз именно на этот пункт, на это положение. У оргкомитета на основании оценок членов жюри есть такая возможность. Поэтому, если возникнут какие-то вопросы по непосредственно оформлению документов для каждого из представленных мной сегодня конкурсов, вы можете обращаться непосредственно к контактным лицам оператора конкурса. В первую очередь, конечно же, нужно отметить, что курирует Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. И, в частности, вы можете обращаться по телефонам в Сыктывкаре 28 60 11, код Сыктывкара 8212, по добавочному телефону 339 непосредственно ко мне, ну или по добавочному телефону 331 Елене Александровне Лапшиной, которая также будет курировать и сопровождать вместе со мной этот конкурс. Прошу, конечно же, обращаться в первую очередь ко мне, поскольку несколько проектов Елена Александровна параллельно также ведет в настоящий момент, что тоже может непосредственно быть, так скажем, несколько сложным и так далее. Еще на один момент мне хотелось бы обратить ваше внимание. Поскольку предполагается, что все-таки помимо дипломов учредителя, в частности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, за 1, 2, 3 места будут выплачиваться денежные призы, поэтому обращаем ваше внимание на то, что в заявке, которую вы будете направлять непосредственно на данные электронные адреса, как это указано в положениях, да, вместе с указанием в этой заявке ссылки, где размещены в данном случае конкурсные материалы, еще и информацию по, в данном случае, вашему, так скажем, счету и прочее, поскольку мы собираем сразу же предварительную информацию для нашей бухгалтерии, то есть для бухгалтерии института, поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на то, что эти сведения должны быть достоверны. Мы достаточно часто наблюдаем ситуацию, когда информация как раз о расчетном счете и не только является недостоверной, и нам приходится дополнительно еще уточнять в данном случае у образовательных организаций, да, каким образом мы можем в данном случае эти денежные призы перечислить. Поэтому обращаем ваше внимание на достоверность предоставляемой информации. Уважаемые коллеги, в общем-то, это вся информация, которой мне хотелось бы поделиться с вами. Резюмируя, хочу сказать следующее, что у нас с вами ближайший, так скажем, дедлайн, да, это 11 июня, то есть по 11 июня включительно мы ожидаем на электронные адреса, в данном случае всех наших представителей оператора, заявки на участие в этих 2 конкурсах: топ лучших сельских школ и лучшая сельская школа Республики Коми. Следите, пожалуйста, за информацией на сайте института, появится непосредственно информация по данному вебинару, появится разъяснение по поводу подготовки в данном случае документов, которые можно будет использовать
Ну и, конечно же, мы хотим, чтобы образовательные организации ваших муниципалитетов приняли активное участие. Ну и, конечно же, да, я думаю, что те, в частности, участники, которые, например, прошлого, позапрошлого года и так далее, поскольку в меньшей степени поменялись непосредственно критерии, принимали участие, например, доработают в данном случае критерии уже по этому году, по информации этого года, наверное, им будет проще принять участие, поэтому вы можете их стимулировать, активизировать для участия в этих конкурсах. Уважаемые друзья, у вас есть возможность задать вопросы. Я хотел бы как раз вот подвести, наверное, некоторые итоги. Еще раз обращаю ваше внимание, что все заявки принимаем непосредственно мы, и на наши, в данном случае, рабочие электронные адреса мы их будем ожидать до 11 непосредственно июня. По всем вопросам вы также можете обращаться непосредственно к контактным лицам оператора конкурса. Они представлены на слайде. И, уважаемые друзья, я понимаю, что пока вопросов нет. Если они возникнут, вы можете непосредственно обращаться к нам по телефону или по электронной почте, мы ответим. Уважаемые друзья, благодарю вас за участие в данном вебинаре и желаю всего самого наилучшего. Всего доброго. До свидания.